Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Закончился Восточный экономический форум. С какими результатами делегация республики завершила свою работу? В Якутске проходит очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Министерства обороны России. В Жатае полным ходом продолжается строительство судоверфи. Ход работ проконтролировал премьер республики. Завершил свою работу Восточный экономический форум. Подводя итоги работы якутской делегации на форуме, глава республики Айсен Николаев заявил, что работа была проведена большая и успешная, по итогам которой на самое ближайшее время уже поставлены конкретные цели и озвучены конкретные задачи. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Вместе с тем спектр подписанных соглашений очень большой, начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями, заканчивая уже, например, соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области социально-экономического развития региона. Конечно же, и все соглашения они были заранее проработаны, был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые. В частности, например, соглашение с Дом РФ о финансировании строительства социальных объектов на территории объектов новой жилой застройки в Якутске и в Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций. Безусловно, во время работы форума не раз поднимался вопрос строительства Ленского моста. По словам главы республики, все работы на сегодняшний день ведутся строго по графику и в ближайшее время войдут в самую активную фазу. Ленский мост сегодня строится в строго установленных параметрах. Мы, как договаривались с правительством Российской Федерации, с нашими частными партнерами, уже сейчас подписали все необходимые документы. Разрешение на строительство по первому этапу уже выдано. И сейчас частный концессионер, он уже ведет работы по строительству подготовительных объектов для проведения в целом строительства моста. Сам проект моста уже находится в госэкспертизе. До конца года он будет уже получен, очень надеюсь, с положительным заключением. И после этого будет выдано разрешение на строительство уже непосредственно самого мостового перехода через реку Лен. Отдельно Айсен Николаев затронул очень насущную и важную для всех жителей Якутии тему субсидирования авиаперелетов. Как отметил глава Якутии, президентом страны поставлена четкая задача в 2022 году устранить все упущения, в частности, решить проблему с субсидированием авиаперевозок из Якутска и Читы. Здесь на совещании у президента было отмечено, что в этом году правительство страны не решило задачу по двум столицам субъектов Дальнего Востока. Это Чита и город Якутск. И, конечно же, дано безусловное задание с 2022 года точно решить вопрос. Но более того, Министерство транспорта России сейчас выступило с предложением, чтобы были добавлены финансовые средства уже в этом году. И на 4-й квартал могло начаться финансирование перелетов по субсидированным билетам для всех категорий населения с Якутска и из Читы. Что касается перелетов по дальневосточной авиакомпании «Аврора». Здесь надо понимать, что авиакомпания «Аврора» — это не одна «Аврора», это и Якутия, это Хабаровские авиалинии, Камчатские авиалинии. То есть группа компании «Аврора» начинает выполнять рейсы внутрирегиональные и межрегиональные по субсидированным различным рейсам. В первую очередь пока идет речь о межрегиональных рейсах. Сейчас пока Якутск-Хабаровск субсидируется. И к другим темам. Президент России Владимир Путин, прибывший в Благовещенск, вручил награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах. Среди награжденных якутяне – десантник пожарный Бердигистяхского авиаотделения Якутской базы авиационной охраны лесов Егор Захаров, десантник пожарный Якутской базы авиационной охраны лесов Борис Кручинин и старшина внутренней службы Семен Пазынич.
Также к награде представлен мастер участка Бясь-Кёль Спиридон Яковлев, который во время пожаров не допустил переброса огня на котельную и резервуар с топливом, самостоятельно устранив угрозу распространения огня. Но сегодня в 21:00 по местному времени якутская телебашня окрасится цветами флага Приморского края. Это красный, белый, голубой и желтый. Напомним, праздничная подсветка под цвет официальных символов федеральных ведомств и регионов, вносящих значительный вклад в борьбу с лесными пожарами, в Якутии включается с 18 августа. Всего в тушении пожаров в Якутии участвовали специалисты и службы из 18 регионов страны. На территории республики работали авиационная группировка Министерства обороны России, сводный отряд инженерных войск Восточного военного округа, авиационная группировка и наземные силы МЧС России, а также Федеральный резерв авиалесоохраны. Тем временем глава Якутии Айсен Николаев рассказал об открытии сроков охоты в республике. Илдархан подчеркнул, что получает очень много сообщений с вопросами об открытии охотничьего сезона и в своем инстаграм отметил, что сезон охоты откроется только тогда, когда будет снят режим ЧС. При благоприятной противопожарной обстановке этот режим может быть отменен уже в начале следующей недели. Глава региона также призвал всех быть ответственными и аккуратными при нахождении в лесу. Тем временем в Жатае полным ходом продолжается строительство судоверфи. Сегодня премьер республики проконтролировал ход работ на объекте Ленского флота. Подробнее в сюжете Валерии Наумовой. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко провел очередное выездное совещание с представителями подрядных организаций по строительству Жатайской судоверфи, в ходе которого оценил ход строительства объектов и соблюдение технических регламентов. Посетил объект, но в действительности движение идет. Движение существенное есть. Все, у нас задача стоит, конечно, закрыть контур, подготовиться к зиме, чтобы мы уже внутри могли, когда будет тепло, устанавливать все станки, ну и уже готовиться к производству. На объекте продолжается строительство первого этапа. Строится блок корпусных производств. Рабочие устанавливают металлоконструкции, осуществляют кладку стен по периметру. Также идет подготовка к монтажу рейс для слипа. Это площадка для спуска судов. На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 212 человек и 28 единиц техники. Андрей Тарасенко поручил увеличить бригады на отдельных участках стройки. На сегодняшний день, значит, основной упор был на работу подрядных организаций. Значит, все получили свои, значит, так сказать, напутствия, можно сказать. Но я думаю, что те задачи, которые поставлены сегодня были главой правительства, их реально выполнить, реально подтянуться. Ну, надеюсь, что коллеги услышали, и мы будем вместе с ними справляться. Напомню, объект строится в рамках государственной программы Российской Федерации развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. При выходе на проектную мощность Жатайская судоверфь должна стать ключевым инструментом для решения задачи по обновлению речного флота Ленского бассейна и арктической зоны республики, на которой ежегодно будут строить до 10 речных судов. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Жатай. В Якутске проходит очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по обследованию аэродромов воздушной трассы Аляска-Сибирь. С 27 июля специалисты изучили состояние 11 аэродромов на востоке Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Впереди исследования на аэродромах, располагавшихся западнее Якутска, а также в Иркутской области и Красноярском крае. После изучения всех точек экспедиции широкой общественности планируют представить документальный фильм, а результаты направят в Минобороны страны. Экспедиция наша посвящена изучению аэродромов трассы Алсиб легендарной. Включает в себя два направления основных. Это изучение состояния аэродромов и инфраструктуры, то есть геофизические исследования, привязка на местности, значит, проводятся, да, различные метеорологические изучения местной обстановки. И, значит, вторая часть основная – это историческая часть. То есть мы смотрим, что сохранилось из объектов культуры, то есть исторического, военно-исторического наследия. Это какая-то техника, значит, может быть, да, это здание аэропортов.
Приложение для смартфона или луковица в кастрюле. Такие нехитрые способы помогут распознать ядовитые грибы. Их важно знать. Ежегодно в грибной сезон Роспотребнадзор подсчитывает случаи отравления. Есть и, к сожалению, летальные исходы. Чтобы тихая охота была в радость, грибники делятся своими лайфхаками. Олеся Васева продолжит. Когда мы приехали в город Ленск, здесь были традиции в организациях ездить за грибами. И вот всем автобусом мы собирались, ехали за грибами, собирали грибы. И потом у нас стала традицией ездить с семьей. Эту традицию из родительского дома Евгения Чернова продолжила и в своей семье. В грибах разбирается, опыт переняла от бабушки и мамы. Предпочтений особых нет, собирают все, но не в промышленных масштабах. Пожарить свеженьких и засушить на зиму. Но здесь грибов очень много. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, маслята, грузди белые, грузди желтые. Сухой груздь вот есть. Редкость, конечно, но можно найти. Но у меня все из детства. Как мама научила, те и собираем. Червивый, значит, съедобный. Как еще говорят. Не червивый, значит, поганка. Ежегодно 1000 россиян страдают от отравления грибами. В среднем 30 случаев заканчиваются летальным исходом. Цифры посчитал Роспотребнадзор. Если опыта не хватает, на помощь всегда придет интернет. Существуют и специальные приложения для смартфонов. Отличить мухомор, наверное, сможет каждый, но с грибами не всегда все так просто. Например, некоторые грибы, которые мы привыкли считать несъедобными, на самом деле вполне пригодны к употреблению. Но не исключаются и случаи отравления, поэтому при сборе грибов нужно быть очень внимательными. Так ли легко отравиться грибами? Мы отправились на улицы Ленска с вопросом, а съедобен ли гриб на картинке. К слову, это ядовитый желчный гриб может вызвать серьезную интоксикацию с болью в животе, тошнотой, рвотой и расстройством пищеварения. Это съедобный гриб или ядовитый? Съедобный. А почему? Как называется? Красноголовик или подосиновик. Да, съедобный. А как называется гриб? Подберезовик. Это съедобный. Почему? Это, кажется, масленый. Нет, бабок. В жизни, если оранжевая шляпка, значит подосиновик, если посветлее, значит подберезовик. Желчный гриб так и остался неузнанным. Не зря его называют ложным белым и путают с благородными. Но он и не смертелен. А вот эти грибы важно запомнить раз и навсегда. Все они растут в Якутии и смертельно опасны. И напоследок лайфхак. Если не уверены, что в кастрюле все грибы съедобны, положите в нее луковицу. Если там есть ядовитые экземпляры, луковица посинеет. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая. Телеканал «Алмазный край». И к спортивным новостям. Фестиваль ГТО стартовал в Якутске. В спортивном комплексе «Динамо» сегодня провели фестиваль по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди коллективов физической культуры. Мероприятие посвящено 90-летию комплекса ГТО. Всего участниками фестиваля стали 74 команды силовых структур. Фестивали проводятся для того, чтобы больше людей приняли участие в этом программе ГТО. Мы охватываем все население республики, поэтому и в силовых структурах люди, которые работают, должны сдавать ГТО. Поэтому сегодня отрадно, что республиканское общество «Динамо» организовало вот такой вот фестиваль ГТО. На этом выпуск завершен. Оставайтесь на нашем телеканале.